Начало 2025 года для Республики Саха стало началом очередных испытаний на прочность. В этот раз проверку проходили системы коммунального хозяйства. И, по всей видимости, прошли ее не очень удачно. Все это время жители теперь уже самого поселка Жиганск писали сообщения в телеграм-каналы «Помогите, мы мерзнем, нам приходится греться обогревателями». Что же произошло в поселке Жиганск на самом деле? В ночь с 31 декабря на 1 января в котельной поселка Бескях Жиганского улуса действительно произошел пожар. Детей из детских садов перевели на домашнее обучение, а замерзающих жителей переселили к родственникам, у кого есть печи. В эти же дни случилась авария в котельной самого Жиганска, районного центра. Тогда в Якутии начались сильнейшие холода. Температура воздуха опускалась до минус 57 и даже минус 65. В Жиганске из строя вышли все рабочие котлы. Бригада уже из 25 человек работала в котельной целую неделю, круглосуточно, по 2 смены. Самолетами и вертолетами туда из Якутска отправляли запасные части, а также специалисты-инженеры. На сегодняшний момент авария полностью устранена. Возникает вопрос, почему произошла авария? Из-за халатного отношения чиновников к самой главной отрасли в Республике Саха – коммунальной. Уже много лет люди, работающие в системе ЖКХ Республики Саха, говорят о том, что она полностью разрушена. Многие котельные и инженерные сети были построены десятилетия назад. При этом все понимают, что ГУП ЖКХ, предприятие, которое работает во всех улусах республики, должно работать как часы, четко, без аварий и ЧП. Потому что от их работы зависит жизнь и здоровье людей Крайнего Севера.